Здравствуйте! Спасибо. Здравствуйте, зрители, телезрители. Итак, Грозный, суббота, вечер, студия 94. Друзья, Ислам Мамергов, ваши аплодисменты. Знаешь, ты зашел такой свежий, я такой свежий. А ты не заметил, что я стал говорить исключительно существительными в начале? Я так буду наверняка уверен, что ничего у нас не вырежут на монтаже, потому что люди спрашивают, люди интересуются. Ну, Да, хорошо я выглядишь, хочу... отдохнувший, видно, майские праздники на тебя хорошо повлияли. Да. Муська, давай. Я хочу сказать, что... спасибо, Ислам, спасибо. Я хочу сказать, что наши зрители заслужили того, чтобы знать, что есть определенные моменты на телевидении, когда чего-то нельзя говорить, что-то, к сожалению, нужно говорить. И нам приходится, конечно, где-то какие-то моменты обговаривать с руководством канала. У нас свои интересы, у руководства свои интересы. В итоге это наши наши общие интересы, но мы будем стараться, тем более сейчас агитируется свобода СМИ, свобода средств массовой информации идет полным ходом. Что ж, друзья, закончились майские праздники, все отдохнули, все вернулись к работе, и мы тоже начинаем. Поехали. Спасибо. Ну что, Ислам, как... Да, все хорошо. Ты отлично выглядишь, кстати. Да, ты похож на... Давай. На пирожное ты похож. Такой, можно говорить у нас на телевидении пирожное, да? Потом мне не придется объясняться в кабинете руководителя, что пирожное не имеет никакого отношения к мюнхенской трагедии. Ислам, как у тебя выходные прошли? Чем занимался? Мы с тобой не виделись. У тебя был день рождения на прошлой неделе, в день Великой Победы. У тебя был день рождения, 2 праздника в одном. Где провел? Чем занимался? Ну, как бы я 9 мая здесь провел в студии, а потом на майские праздники, до этого на майские праздники поехал на рыбалку, как все обычные люди, порыбачил, поймал большую рыбу. Ну как поймал? Купил. Маме сказал, что поймал, а сам купил, конечно, такой привез вот такую рыбу, рыбаку. Тебе бы в политику податься, я серьезно говорю. Тебе, да? Итак, новости в студии 94. Поехали. Я буду резаться. Люблю я наших зрителей. У нас самые преданные зрители, самые добрые зрители. У нас не какая-то массовка, которую вы там звоните, выбираете. Люди, которые сами приходят сюда. Спасибо вам. Да. Итак, новости. Они уже стали как родные мне. Новости. Сегодня, 16 мая, в Чечне прошел 2-й международный марафон «От сердца к сердцу», в котором приняли участие бегуны из разных регионов Северного Кавказа, а также Москвы, Санкт-Петербурга и стран СНГ. Браво! Это, да, 2-й марафон. Вот что я скажу. Я никогда не видел, чтобы в мечеть бежали на такой скорости. Исправляется у нас уже много людей, кто бежит в мечети. Ну, это здорово. Ну, я еще слышал, конечно, что здорово. самыми первыми прибежали работники Аргунской администрации, как и обычно. Продолжаем. Мы не могли, конечно, не затронуть эту новость, потому что она бурно обсуждалась. Итак, на этой неделе в интернете развернулась... Женился наконец-то, да? Наконец-то женился. Итак, на этой неделе в интернете развернулась настоящая информационная битва, в центре которой стояла Ее Величество Любовь, в которой, как заявил глава Чеченской Республики, все возрасты покорные. Соцсети разделились на 2 лагеря. По одну сторону стояли воины Амура, по другую – разрушители счастья. Ну, в итоге храбрый рыцарь все-таки завоевал сердце прекрасной принцессы. Я вот так преподношу эту новость. Новость в интернете называлась «Красавица и чудовище», где красавицей являлась чеченская журналистика, а чудовищем, соответственно, оппоненты. Я знаю, что мне очень... Ладно, двигаемся дальше, чуть за пределы России. Итак, BBC сообщает, ссылкой на BBC, почему? Потому что я не уверен в этой новости, что в КНДР на глазах сотен государственных чиновников был расстрелян министр обороны.
Главу оборонного ведомства Северной Кореи приговорили к смерти за то, что он заснул на военном мероприятии, на котором присутствовал лидер корейского народа Ким Чен Ын. Ну, что я думаю? Я, конечно, не разбираюсь в делах управления страной и ничего не имею против Ким Чен Ына. Он многое сделал для Кореи, но не перебор ли это убивать человека? Его из зенитного орудия, говорят, расстреляли. И вот Северная Корея является другом России, одним из немногих. И я думаю, надо было поучиться у России. У нас премьер-министр страны Дмитрий Анатольевич Медведев спит на всех мероприятиях, высыпается, человек работает. И ничего. Нормально, что? Все мы люди, все мы хотим спать, просыпаться. Нормально. Заснул парень, бывает, я представляю. Последний раз заснул. Итак, вернемся в Грозный. Да, в Грозном сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения наркотиков. В Заводском районе столицы республики полицейские задержали местного жителя, у которого был обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения, предположительно коноплей. Дорогие полицейские, что вы натворили? Последний наркоман, который не сидел на таблетках, вы его уничтожили. Уничтожили, парня. Это же их осталось мало. И еще одна новость. Не стало... Шуеч, бывает новость. Еще одна новость. Такая, я бы ее назвал... Новости, конечно, у нас прикольные. И я закончу, тут еще много новостей, я закончу на последней. Она, казалось бы, трагичная, но я сейчас поясню. Не стало знаменитого блюзмена Биби Кинга. Это произошло вчера, это действительно трагедия. Супер-мега-личность. Но вот что мне, не знаю, как это прозвучит, нравится. Он умер в Лас-Вегасе в своем доме на 90-м году жизни. Да. Кто бы так не хотел бы в Лас-Вегасе на 90-м году, да, знаменитый. Что ж, на этом все. Ну, Что ж, это были все новости в студии 94. Спасибо. Спасибо. Да, Муса, у нас... Собственно, ислам. И все. Да, и все? Да, и все. А у меня зато есть такие интересные, интересные наблюдения. Как наблюдения? У меня эти наблюдения даже не пришлось наблюдать. Их пришлось просто включить телефон. Она у всех была, эта запись. Это был запись какая-то? Да, это видеоролик, видеоклип одного очень харизматичного рэпера. Он очень харизматичный. Мы его увидим, да. Я хотел бы, чтобы мы с тобой потом посмотрели и обсудили этот клип. Он очень такой... Давай посмотрим. Давай посмотрим. Давай, внимание на экран. Sorry, Slim Shady, this time my money. I think you have enough honey. People don't panic, life is a game. Remember me, I mean my name. Wayne Damaday, 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 Wayne Damaday. Межи макисан аздаtsam Ismail Oshapudi san Matango uzwatsam Hinsa say dolchu azti Tabanada walusam Som She bar war bar Wayne Damaday, Wayne Damaday. Вот, знаешь, это мода Wait Damaday, это вот что это такое? Объясни мне. Я вот не могу понять. Wait Damaday. Ты меня спрашиваешь? Какой-то парень, что-то где-то я вот Wait Damaday и все, и пошел Wait Damaday. Ты знаешь, я скажу то, что я сказал в прошлый раз, а мне нравится. Да, мне понравилось, да. Я вот решил вот такую позицию для себя взять. Всегда буду на стороне угнетенных, слабых, беззащитных, которые вы... Не, ну он не угнетенный, у него вы там гранта видел. Состоятельные люди. Гранту взял, зачем? Приору бы взял уже такой, чтобы так как бы... Бандитский вариант. Бандитский вариант. Грант с вот этими двумя воздушными. Ну это вы можете себе позволить. Парень к успеху идет, вы ничего не понимаете. Вы просто сидите здесь, в студии, вы смеетесь. Что такое Wait Damaday? Что, откуда оно взялось вообще? Нет. Историю. Ну, я знаю, предположительно, географически, откуда оно взялось. Но я еще посидел, покопался, думал, что-то типа этого найти, чтобы дать тебе он старается, он Мне кажется, идет вот к этот парень, чему-то. сейчас, кстати, дам прослушать, он тот же парень.
Просто вот эти вот перечисления цифр, she won, бар, из какие-то непонятные числа перескакивают там. 2, Нет, 7, тем же 5. парнем можно оставаться, будучи другим человеком. Ну да, ну, по идее, Такой так, стиль. Так, вот, давай послушаем второй Давай. вариант. Мне кажется, это он же. Смотрим. Музыку. Не смотрим, слушаем. Нет? А, слушай. Yurda Production. She, bar, war, bar. Me, my name. Don't panic. Sondre звучит wood. Раз. Раз, Раз. Sondre звучит wood. Раз. Ребят, мы... Вызовите своего друга, пожалуйста. Спасибо. Мы ценим, спасибо большое. Было здорово. Я опять повторяюсь, мне нравится, что вот так люди Мне какой-то... уже сейчас и он понравился просто. На самом деле. И ты сейчас звукача в чем-то обвиняешь? Сунри звучик, вот. Сори куда отошел. Сорезову, да, я там... Я все признался, Да, бывает. у меня нет когда? загранпаспорта, сумон резвушен. Так, Понравилось тебе, скажи мои. мне понравился. Я, честно, смешно? не знаю, как это прозвучит. Я уже говорил раньше. Если вдруг со мной что-то случится, катастрофически страшная ситуация, когда я останусь вообще ни с чем, я знаю, что я всегда могу стать рэпером. Вот что хорошо в рэпе. Дабы появились. Да, если даже в этом в коматозное состояние впаду вообще как овощ, буду все равно могу стать Я щас рэпером. представляю. Или на крайняк вернуться на госслужбу. Вот что я могу. Ну, кстати, спасибо, что они нас все-таки Это все. снабжают такой вот интересной творческой своей темой. Это все, Ислам. Это все пока С что. твоими Да. наблюдениями. Ну, я думаю, на следующую передачу будет еще. Хорошо. И немало. Я Тогда там над- давай, собственно, перейдем к тому, ради чего эти бедные люди здесь сидят. И эти бедные люди перед телевизором тоже. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях замечательный человек, потрясающий актер, наш друг Аслан Бежоев. Ваши аплодисменты! Садись! Асланчик, Аслан, как ты золотой? Спасибо, Как ты мой хорошо. хороший? добро Хорошо выглядишь. пожаловать, Я надеюсь, вы меня не на- для этого пригласили, просто спросить, как я. Да, все, спасибо. Давай. Всё, у нас в гостях был Аслан Бежоев. Сиди. Сиди, раз пришел. Как дела у тебя? Как доехал? Доехал хорошо. Нормально? Можно я сначала полюбуюсь? Конечно. Квартира Да, твоя, пожалуйста. Сами. Потрясающая квартира, поздравляю тебя, Сами. Отлично. Понравилось тебе? Да, спасибо, что пригласили. Я Спасибо, что приехал. Ты с Москвы, прямиком с Москвы. Самик позвонил, говорит, ждем. Вот через Со 4 съемочной часа площадки? должен быть. Да. Да? У тебя Всё, работаешь, тебя не бросилось. видно, вообще не видно. Нигде тебя не видно. Что с Как тобой не видно? произошло? В смысле, какой-то там где-то, что там? Да нет, был первый сезон, сейчас идет повтор, по-моему, да? Да. Ну, мы надеемся, что будут снимать второй сезон. что за- Папа на вырост. А, папа на вырос, да. Новый. Почему к проект. нам в гостях у нас бывают люди, которые ничем не занимаются? Наша Наша передача стала мне напоминать вот подножие горы в Древней Спарте. Всех скидывают сюда. Так, все, давай иди сюда, передачу. Самик пригласил. Аслан, окей. Мы здесь не часто шутим, так что Я не краем будет уха никакого... слышал новости потрясающие. Ну, я подслушивал. вы извините. Спасибо. Новости Спасибо. замечательные. Рэп. Можно мне на флешку? Я на обратном пути в Нальчик. Ты там гримерки слышал, да, Рэм? Молодец. Вот, видишь, вот такой вот он, Асланчик. И так, Везде он. отошли. Чем занимаешься? Что? Какие съемки какие-нибудь? Он сейчас в Проекты. спектакле, в театре. играет. Сейчас, да, сейчас. Да, что ты говоришь, в Да, сейчас театре? мы играем одну антрепризу. Вот буквально на днях меня пригласили во Антрепризу вторую. можно говорить было, да?
Все, хватит. Муса, все. Да, так, ну, сейчас пока вот приехал к родителям дома. Это у нас с тобой называют родителям. Соскучился по дому. Пап, мам. Все-таки ты маму видишь. Я мама. Пожалуйста. Мне не сложно. Мама святой, быть святым. О, кто-то должен быть. Ты в Нальчике часто бываешь? Стараюсь. А давай этот маленький этот вот раскроем этот секрет. Ну, для нас он секрет, но многие задают вопрос. Все думают, что ты чеченец. Некоторые думают, что ты дагестанец. Некоторые думают, что ты А нас тоже так думают? осетин. Но ты Русский. Да. это пускай сейчас видят все кабардинцы. Да. Нет, я кабардинец. Вот оно Я его. черкес. Чего, да. Горжусь. Наши братья, наши соседи. Аслан, Ну, в географической части у нас гостица, заметил, да? Вот уже мы прям охват по гостям. Северо-Кавказ. Да, еще кто у По-моему, нас даже на остался? Северном Кавказе нет такой передачи, как у нас, да? Не, я хотел сказать про гостей, которые у нас и дагестанцы. Я и в Москве не и встречал такой, как у вас. Спасибо тебе, спасибо, Аслан. Это я видел, привстал. Спасибо. Тонны лести. Стоило ему пересечь границу Чеченской Республики, как тонны лести у человека. Не, ну Да я, да, господи, не, о, что теперь, каждому слову теперь оправдание искать. Так, театр. А можно просто узнать, кого он играет? Там спроси у него. Меня попросили спросить, кого вы играете, господин Бежоев, в театр? Это пьеса английская. И я играю друга жениха, и зовут меня в этом спектакле Том. Том. Да, мы уже с Самиком поржали над этим. Томик, он, знаешь, он. Том, Там он эпоха, Томик, какая есть Томик. современность? Ну, Эпоха. Да. То есть 21 век, да, ты, Томас. Томас. Да, и когда премьера уже была? Премьера была, мы сейчас... Или у вас какие-то Не, мы гастроли? катаем сейчас, катаем этот спектакль по России. Была премьера, была в Москве. Как называется? Называется «Шикарная свадьба». Шикарная свадьба. Да. Михаил Башкатов задействован там. Да? тоже. Миша, ты же не первый раз в Чеченской Республике, верно? И Да, ты, конечно. и Миша Башкатов Я уже вообще приезжали. предлагал, Жерар Депардье здесь так и не бывает, может мне его квартиру Да, он показать? че? Да, Я просто остался не услышан. У него сказал. коммуналка, наверное, набежала вообще с ума. С ума сойти. Я думаю, ему спишут. ты приезжал в прошлый раз с Башкатовым. Да. Вы... И какие... Ты-то у нас так, как свой, как ты у себя, Да, в принципе, я у себя приезжаю. на родине, Северный Они Кавказ. открывали если- Гранд Парк, торговый центр. Да? Да. Торговый Были центр. ведущими при открытии торгового центра. А до этого, ты помнишь, я приезжал, КВН был вел. ведущим, да, КВН. Да. То есть ты местный, другими словами, да, получается? Да. Башкатову понравилось здесь? Башкатову понравилось, но он об этом старался про себя говорить. Ну как ему наши? Ну, я-то его растормошил, я говорю, Миш, это самый спокойный регион, говорю, во всей России, не только на Северном Кавказе. Ты расслабься, говорю, Миш, отпусти кресло. Ну, мы после выступления поехали поесть. Я-то с удовольствием, я-то знаком с войнахской кухней. Просто мы не знакомы. Да? Вы не знакомы? Я в Москве даже могу номер дать, где я Да? постоянно заказываю, конечно. О, Это вот такой очень- ты фанат, да, чеченской еды? Молодец. Я даже больше скажу, на новом проекте «Папа на вырост» я всю съемочную площадку на Чепл, знаешь, как подсадил? Серьезно. Все- Будет шикарная свадьба, Всё, да? понеслась. У тебя же была вообще, когда собирается быть шикарная свадьба? Мы все ждем. Подожди, ты разве не... Не женат, И... собираюсь. Ой, тут... Зато после передачи сразу. Да, Иринска, ну они пошли домой. тут- Не? Или ходите? Да, там? ты с кухней познакомился с другими... Не женат я, не женат, но Не, у с нас с кольцами, ты же знаешь, да, немного по-другому. Мы золотом напряги. колец не носим. А, не носите Не вообще? носим, да. Обручальных, в смысле, он говорит.
У нас, да, обручальных колец мы не носим, потому Мы что носим если бы эти носили, нам пятятки. пришлось бы 4 кольца носить. Есть, Все Не, сверху. на одном 4 да, просто. 4. На одном 4. Понял? И чтобы каждое кольцо не уступало другому, Да, чтобы, да, по да. закону. Ну, такие здесь можем позволить себе. Я про карьеру хотел спросить Давай, человека. спрашивай. Какие планы на ближайшее будущее? Потому Жениться. О, Я считаю, что Я думаю- лучшую карьеру, которую себе может сколотить человек, это жениться. И это карьера, это Да, да, вот да. вложения, вот где инвестиции серьезные должны. это Аплодисменты, аплодисменты, друзья. действительно, молодец. Вот видно взрослый человек, да? Главное, чтобы у тебя здраво карьера рассуждает. трудно не попалась, а нормально. Да, чтобы она- Покладистая Да, карьера была. покладистая карьера, то очень Добрая, трудно. покладистая карьера должна быть. Желаем тебе, да, Да, добрых чтобы, и всех- Дейл Рейс Хилл, спасибо. Я со словарем. Аслан сегодня завоевал все сердца и всех в Чеченской Республике, я думаю, после этого эфира тебя. Ты знаешь, ты здесь очень популярен, не знаменит, а именно популярен в Чеченской Республике. Особенно после этого. Благодаря твоему, да, этому образу, сценический образ твой, телевизионный, борца, когда ты играл, здесь же ролики целые ходили. Не, ну действительно, это образ борца, который ты взял. Ты Да почему именно- покорил всех, да, я говорю, Покорил, просто да. покорил Почему всех. именно И- чеченский акцент? Почему у Башкатова армянский акцент, а у тебя чеченский акцент? Почему не кабардинский? Чё вот эти вот- Почему этого не было? Свежабзева Ну, такого. как-то у нас получилось, что до еще появления борцов мы с Сангаджи. Сангаджи, да, мы знаем. Да, у нас был Тарбаев. Тарбаев Сангаджи, капитан команды Руден. У нас с ним мы очень любили на съемочной площадке видеться и разговаривать с чеченским акцентом. Он мне говорит, что ты, как ты, где ты вообще? И вот с этого пошло-поехало, и нам уже сказали, ну, раз так потрясающе получается, давайте с этим что-нибудь придумаем. Кстати, я вспомнил, А действительно, что тоже придумать с Сангаджи. Кавказом? Одним- Спорт сразу, либо спорт. А, вот так, да, ты на этом образе чисто сделали уже скетч, да? Да. как это мило. Как-то само, наверное. Как это мило. Как ты мило сегодня смотришься на нашем фоне. Такой весь приехал, хороший, добрый, и знающий все. Листец. Я помню, даешь молодежь, когда сам проект шел. Я ж писал туда, понимаешь? Да, я писал. Почему мне никто не Вот- сообщил Вот об поэтому и закрылись, ты не понял? да? Так Я из-за как только твоих начал, да, твоих как только, да, скетчей я рухнул скетчи это начал. империя. Ты же еще в КВН играл, Да, конечно. а? Потушил меня. Играл в КВН В и КВН у тебя не удалось. ты единственный гость, перед которым мы можем похвастаться, что в КВН у нас Больше добились, бывает. больше достижений, ну, потому что там... Ты где был в премьер-лиге? Понятно. Сейчас тебе станет еще лучше. Я не играл даже в премьер-лиге. Я до нее не дошел. Я был гораздо раньше приглашен на канал СТС. Краснодарская лига. Да, играли в Краснодарской Краснодарская лига, понимаешь? Центральная У нас Краснодарская замечательная лига, это лига трамплин на очень многих КВНщиков сегодня. Ну, я там стал Не только чемпионом. КВНщиков, а актеров, продюсеров, режиссеров сегодняшних выпустила Краснодарская лига. Я с большим уважением отношусь и к редакторам Михалков, Краснодарской лиги. Михалков. Режиссеры. Да. Ты знаешь, Аслан, в конце каждой программы нам пишут наши телезрители, и когда сегодня узнали, что едешь ты, которого все очень любят, у нас накопились вопросы, которые тебе. непосредственно адресованы тебе. Если ты не против, мы их сейчас нет, зачитаем. подборный Ты аплодисмент. ответишь, да. Аплодисменты, принесите вопросы. Спасибо большое. Это вот вопросы именно к Аслану, да? Так, поехали. Получают наши телезрители. Аслан, а вас в детстве обзывали? Все без редактуры, я как... Ты можешь честно отвечать. Мне кажется, в детстве у всех было там, кто имена менял, фамилии как-то меняли. Как тебя обзывали больше всего? Биджо? Ну, Тишина. так как фамилия Бежоев, может, даже до сих пор не понимаю, уменьшительно-ласкательно, Бижик, как-то так Бижик? было, Бежойчик, вот как-то так было. Как ты Бижик? Ничего. Спасибо.
Ну, вот как-то так. С тобой бы так попробовать. Как ты, мамергик? У меня... А тык-тык-тык-тык-тык. Да, там- Поэтому сами Да, зачем его обзывать, пусть чем язык ломать. Ладно, ислам. Так, дальше. Почему перестали снимать «Даешь молодежь»? Такая интересная была передача, говорят тут. Ну, как-то продюсеры посчитали, что 5 лет уже проект себя 5 лет, он изжил. действительно долго шел, очень долго И шел. Просто как-то все внимание на тот момент переключилось на сериал «Кухню», и как-то все наши авторы убежали писать на кухню, и мы решили, лучше мы закроем проект, чем будем что-то плохо дальше снимать. Вот как-то Правильно. так. Правильно. Ну, примерно что-то похожее с нашей передачей будет через выпуск. Аслан, была ли опаска в недопонимании с чеченцами, когда пародировал чеченцев «Даешь молодежь»? По-моему, он сидит в зале. С кем у меня была эта непонятка? Это только вопрос зачитал, он так, теперь мой выход. Да, да, да. Может, вопрос от него? Нет, такого ничего особенного не было. Просто был однажды вопрос, мне сказали, а почему именно чеченцев? Я говорю, ну, Вот то, что я тебе задал. это как-то было. да, как-то так. В сериале «Папа на вырост» почему не ты отец? Молодой он еще просто, наверное. Сериал, я его, к сожалению, не видел, но обязательно посмотрю. Ну, может, посчитали, потому что девочку зовут Аня, а как-то и не больно она Ой, на меня конечно, похожа. А то у Ани мало кавказских отцов, господи, я вас умоляю. Это да, это как-то упущение продюсеров. Такие толерантные все. Аслан, кинь на прогиб ислама, прошу. Это вопрос или просьба? И снова оттуда. Да, да, да. Ну, не надо да, сейчас. Не надо, зачем? Он сегодня на пироженку похож. Сегодня я пушистый, да, корзинка. Так, Аслан, какой институт ты закончил и кто ты по специальности? Северокавказский государственный институт искусств. Актер. По специальности пошел парень. Да, это здорово. Тут такой вопрос. Роль мечты Аслана Бежоева. Вот так звучит вопрос. Да, вот, кстати, в тему. Что вы думаете по этому поводу? Ваша мечта. Образ Фрейда такой. Я как-то об этом не задумался, но я бы... Не знаю, моя мечта была, есть, и пока жив Аль Пачино, все-таки пусть меня услышат. Хотя бы в эпизоде с ним я бы с удовольствием бы Ну, снялся. это да, потрясающе. А так сыграл бы, да, Безусловно. вот, Дона, вот. Дети мои. Вот это вот, Такого да, персонажа. Ну, кто не хочет? Прикольно, да, прикольно. Аль Пачино тебе нравится, да? как-то? Да, это... Ты можешь в Чечне на работу устроиться, в принципе, то же самое. Что тебя связывает с Чеченской Республикой? Шалинский А. подписался. Что меня связывает с Чеченской Республикой? Только теплые братские отношения. То, что здесь мои друзья, то, что мне здесь нравится. Я чувствую себя здесь практически как дома. Спасибо. Поэтому... Спасибо. Спасибо, Аслан. Спасибо, Аслан. За теплые слова. За добрые слова, да. Спасибо большое. И прежде чем завершить, мы обычно даем какие-то задания, чтобы как немного и наш гость поактивничал. У нас Что тебе на сей раз вы такое, да, придумали? оно несложное по сравнению, что тут вытворяли другие По люди. сравнению с тем, чтобы бросить Самика на Да, прогиб. на прогиб, например. Ну, хорошо. Сейчас мы тебе даем, значит, один из сонетов Шекспира. Ты его берешь, прошу. И со своим фирменным чеченским акцентом, который ты делал, даешь молодежь под музыку. Под музыку. Сейчас начнется музыка, и ты романтично, но именно с этим акцентом. Не, давай вот встать надо вот так. Да. Мы вот- А музыку можно? Да, мы вот так мы тебя будем слушать. Уильям Зелимханович Шекспир. Вот так. Мешает соединению двух сердец. Аллел, я не намерен.
Может ли измена любви безмерной положить конец? Спрашивает Уильям. Любовь не знает убыли и тлена. Любовь над бурой поднятый маяк, не меркнущий во мраке и тумане вообще никогда. Любовь звезда, которую моряк определяет место в океане. Браво! Уильям Зелимханович Шекспир. Спасибо! Аслан, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо. Аслан, мы надеемся еще раз тебя увидеть уже каким-то новым твоим проектом. И желаем, чтобы у тебя было побольше проектов, в которых ты участвовал бы. И мы всегда где-то- ждем тебя в Чеченской Республике. Не только в студии 94, это недолгосрочный проект, там мы не знаем, что случится, поэтому всегда рады. И на свадьбу ты пригласишь, естественно. Мы приедем. Обязательно. Все, давай, Все. Асланчик. Дэл Рейсхилл, спасибо вам огромное. Спасибо, брат. Спасибо вам всем. Я провожу тебя. Молодец. Да, Аслан, вот такой вот, вот да. такие друзья. Вот это самое главное, да. Он хороший друг, хороший человек, замечательный актер. Я сейчас опять, не потому что он сегодня здесь был, говорю. И добрый парень. Добрый, Спасибо, очень что приехал. добрый. Что ж, Ислам, мы на этом... нет, мы не заканчиваем. У нас же вопросы. У да, нас же нам вопросы. Нам вопросы, да. Теперь такие менее интересные вопросы. Итак, вопросы. Поехали, друзья, под ваши аплодисменты. Так, ассаламу алейкум, генти. Свет даяла худирду эш. Ответь на чеченском. Худирду тебя, свет даяла. Мы-то ладно. Барса или Ювентус? Спрашивает. Ювентус, Барса. Дальше. Переведите на чеченский язык «народный артист». Этот подкол такой. Это такой подкол, это значит... Тимати. Насколько вам важна критика и как вы реагируете на нее внутри коллектива? Очень хорошо, все нормально. Критика. Главное, на личности не переходите. А так, то, что мы плохие ведущие, то, что у нас не смешно В смысле, получается. мы сами знаем. Да. Мы вообще спокойно. Ну, и вот видите, вот внутри... И тут еще в продолжении было, видите ли вы свои недостатки? Да, конечно, видим, пытаемся их исправлять, стараемся, все ради вас. Ислам, выбери самый подходящий вид спорта для тебя. Боевой балет, бесконтактные бои, боевое чаепитие. Наверное, боевое чаепитие, если выбрать. А так, по спорту, если, то керлинг. Привет, Ислам. Как думаешь, что случилось бы, если бы в мире не было интернета? Ну, я как бы полжизни так и прожил. Даже больше полжизни. Без интернета все нормально. Знаешь, как это будет? Это вот... Эх, были времена. Арвала! Вот это вот. Да, да. И вот. На третьем этаже Мадин был, что он орел, ала, вот эти вот моменты. Где это все? Вот это вот нет. Арсникер, все, да. Да, Арсликер, все, сгрел, пришел. А сейчас просто смс-ку, и там уходит, тык-тык-тык. И никто, нету романтики во дворе. Потому что раньше во двор приходил там какой-нибудь квартирный, ты знал, что этот парень пришел к ней, тот пришел к вот этой, понимаешь? Ну все было понятно. Вопрос Исламу. Какие впечатления от съемок в телесериале на телеканале ТНТ? Да ничего, рубанул бабки и все. Уехал, какие впечатления. 3 дня поснимался, уехал. Ислам, да. Так, ассаламу алейкум с Дагестана. Алейкум ассалам. Слабо Урганта пригласить. Да. Да. Слабо. Нет у нас такой возможности. Респект вашей программе. Спасибо, респект Дагестану. Сау, как у вас говорят, да. Что ж, друзья, на этом все. Увидимся через неделю на канале Грозный. Спасибо всем. Всего доброго.